затея с примирением не осуществилась. Разговаривать с нами на эту тему местные жители соглашались не слишком охотно, добавляя иногда одну и ту же фразу «нам здесь жить». Массовый исход ингушей из Владикавказа не улучшил криминогенную ситуацию в городе. Вот здесь живет осетинская женщина, у которой 2 года назад пропал без вести сын, спасая ингуша. А он спрятал у себя за сервантом его, этого парня. Ну, выволокли их оттуда, избили, говорит, их обоих. И посадили в машину. На машине, крытая машина была какая-то, УАЗик маленький. Их было человек 7. Выскочили соседи. Все они сейчас зарегистрированы, тоже в МВД проходят как свидетели. И все, на этом парень исчез. Парень 2 года исчез. Он как в воду канул. Что я должна делать? Никто мне не помогает. Вот я недавно была у этого, который ведет это дело. Он мне говорит, мы, говорит, узнали, что они были южанцы, кударцы, бандиты. Эти бандиты, которые здесь нам жизнь перевернули. И ОМОНовцы, вроде как ОМОНовцы они были, но, говорит, тогда был такой беспредел. И такое безобразие творилось, что никто не знает их фамилий, но знают их имена. Вот как вам это кажется? Вот он мне последний раз сказал. Знают их имена. Вот кто-то донес, что он прячет ингуша.